Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости на сегодня. Реформа в сфере образования, освещение как новый путь. Гагаузский борец представит Молдову в Олимпийских играх. Количество школ в Молдове сокращается. В следующие годы могут закрыться несколько школ из района Дрокия. Школьники и родители крайне недовольны этой новостью, но власти утверждают, что учебные учреждения не смогут функционировать, так как на содержание школ уходят большие затраты, а учеников остается все меньше. Вопрос об оптимизации районных школ был рассмотрен в рамках заседания районного совета Дрокия. О том, какое решение было принято, смотрите в нашем сюжете. Несколько школ из района Дрокия могут закрыться в следующие годы. Власти говорят, что учебные учреждения не смогут функционировать из-за высоких затрат на содержание и недостаточного количества учеников. Школьники и родители этим возмущены. Ребенок должен вставать в 6 утра, и обратно он приезжает в 3, начало 4 вечера. И в каком состоянии ребенок приедет домой. Ему не захочется ни делать домашнюю работу, он приедет просто уставший. Он не захочет ездить на другой день, поехать обратно в школу для того, чтобы учиться. Он будет спать на уроках. Ламини купил и больна. У моего ребенка проблемы с желудком, и он должен питаться вовремя. А если он уедет так далеко, что он будет делать до 4, пока приедет? Заканчивают они уроки в 2-3 и будет ходить без дела по городу. Я думаю, что они не должны закрывать нашу школу, потому что в первую очередь они должны думать о нас. Нам будет очень сложно туда пойти, привыкать ко всем учителям, одноклассникам. Родители крайне недовольны условиями транспортировки учеников. Наши дороги не предусмотрены для того, чтобы по ним ездили дети. Расстояние небольшое, 12-15 километров, но дороги не располагают к перевозке детей стоя в маршрутках. Да и дети должны будут вставать в 6 утра. Нам, родителям, страшно отправлять детей в такую дорогу, потому что неизвестно, что будет на этих дорогах. Неизвестно, кто летит на этих дорогах. Примар села Первомайская района Дрокия считает, что школа должна продолжать свою деятельность и что условия в ней очень хорошие. Я как родитель, как бабушка желаю, чтобы дети учились здесь, чтобы им не приходилось вставать в 5-6 часов утра. Я живу рядом с остановкой и вижу, как дети из Антоновки в без 5-7 уже там возвращаются в 3-4 и думаю, что за уроки им садиться сразу не хочется. Вопрос об оптимизации районных школ был рассмотрен в рамках заседания районного совета Дрокия. Большая часть советников, однако, не согласилась пойти на эти изменения. Таким образом, рассмотрение данного вопроса было перенесено. В пенитенциарном учреждении Тараклии провели обряд освящения. Такое решение было принято начальником тюрьмы. Провести обряд приехал епископ Кагульский и Камрадский Анатолий. Администрация считает, что поддержка церкви для людей, отбывающих наказание, очень важна. Об этом подробнее далее. Пенитенциарное учреждение Тараклии стало для многих домом на определенное время. Кому-то на несколько лет, кому-то на несколько десятков. Для сотрудников – вторым домом. А каждый дом необходимо осветить, чтобы очистить его от всяких дурных помыслов и зла. Провести обряд приехал епископ Кагульский и Камрадский Анатолий. Странное чудо еже в тебе, Богородительница, нас бы ради по нам родися, всех заждителей с тебе. И Бог наш. Пресвятая Богородица, спаси нас. В присутствии всех сотрудников, гостей и осужденных священнослужители прочитали молитву. Обязательная составляющая обряда – освящение воды, которой потом будут окроплены стены здания, которое стало для многих домом. Стены тюрьмы были воздвигнуты давно, и были ли они освящены, неизвестно. Однако обряд лишним не будет, считает начальник учреждения. Все-таки наше учреждение, где находятся люди, лишенные свободы, и хотелось бы, чтобы поднять их моральный дух, моральное состояние, чтобы у них появилась вера в Бога, вера
во что-то в жизни, надежда на будущее. Я считаю, что это очень прекрасное дело сделано. И особенно благодарю всех священников, руководства департамента, что приехали и вместе с нами побывали на этом освящении. Поддержка церкви людям, отбывающим свой срок в местах лишения свободы, сейчас очень необходима, считает заместитель директора Департамента пенитенциарных учреждений. И оказывают ее постоянно во всех тюрьмах страны, воздвигая храмы, молитвенные комнаты и проводя такие обряды. Сейчас пенитенциарная система не проходит самые лучшие времена, как в принципе и наша страна, а церковь объединяет людей и разных, скажем так, слоев общества, разных национальностей, а нам сейчас нужно объединение. Объединение, и церковь нас объединяет. Несмотря на то, что кто-то там офицеры, младший офицерский состав, вольнорабочие наемные, либо осужденные. Мы все люди и как бы все верим в Бога в основной массе нашей. Я думаю, что церковь очень-очень хорошие и добрые дела и для пенитенциарной системы делает, и у нас очень хорошее взаимодействие, и они для нас очень важны в этот сложный период. Независимо от того, в каких условиях живут осужденные в местах заключения страны, будь они хорошими, удовлетворительными или плохими, лишившись свободы, они иногда теряют надежду и веру в будущее. От них отказываются родные, но они никогда не будут одинокими, если захотят, говорит епископ Анатолий. Мы не зря сегодня принесли вам икону «Утоли моя печали», которая будет здесь, в этой молельной комнате, находиться. Потому что для пребывающих здесь больше печали, чем радости. Но хочу сказать, что если есть те, которые читают «Жития святых», то знают, что иногда из разбойников получались потом святые. Они так исправляли свою жизнь, что не становились потом добрыми, хорошими гражданами тех мест, где они проживали, но по своей святой жизни они становились святыми. Разные пути вас привели сюда, и Господь к сердцу каждому из вас тоже подходит разными путями. Только от вас зависит, принимаете ли вы Христа в душе или нет. С ответными дарами вышли и сотрудники учреждения. Иконы в искусных деревянных обрамлениях, изготовленные руками осужденных, и многие другие изделия – шкатулки, полочки и рамки. После чего священнослужители разошлись по корпусам тюрьмы и административному блоку, окропив стены святой водой и елеем. Сегодня, 20 мая, с целью наблюдения за майским цветением ковыля, наша съемочная группа отправилась в заповедное место Камрадского района, именуемый как заповедник цветущих медицинских трав. Представитель экологического агентства Гагаузии Евгений Шевченко, выехав с нами на участок заповедника, рассказал и показал нашей съемочной группе о всей красоте этого заповедного места. Заповедник цветущих медицинских трав распространяется на 70 гектаров земельного участка, где цветет огромное количество медицинских трав, которые образуют красочный растительный ковер, которым застелена эта местность гагаузских степей. Министерство экономики пересмотрело прогноз роста экономики на 2016 год в сторону снижения. По последним оценкам, ВВП Молдовы вырастет на 1%, а не на 1,5%, как прогнозировали раньше. В этом году рост производства сельхозпродукции составит 7%, в то время как в 2015 зарегистрировали спад почти на 14%. Министр экономики не исключает, что в связи с нестабильной ситуацией в регионе, а также проблемами в финансово-банковском секторе и колебаниями цен на нефть, прогноз могут пересмотреть снова. $2 миллиона леев выделят на ремонт асфальтного покрытия дорог в муниципии Камрад, сообщил примар Сергей Анастасов. Примар подчеркнул, что в этом году оставшиеся дороги также будут приведены в соответствие. Градоначальник говорит о необходимости применения инновационного метода ремонта дорог с тем, чтобы сэкономить огромное количество средств. Всего в Камраде насчитывается около 140 километров дорог.
Выставка «Гагаузская вышивка» открылась в историко-этнографическом музее города Чедерлунга в среду 18 мая. В течение нескольких лет музеем была собрана коллекция гагаузских тканых и вышитых орнаментов настоящего произведения народного искусства, созданные умелыми руками мастериц. На основе этой коллекции и была оформлена выставка. Камрадский футбольный клуб Гагаузия «Огуспорт» проиграл дублирующему составу Тираспольского «Шерифа». В заключительном домашнем матче уходящего сезона «Шериф-2» обыграл гостей со счетом 2-0. По итогам матча дубль «Шерифа» набрал 56 очков, занимая второе место в дивизии А. Лидером является «Спикул», который гарантированно выходит в национальную дивизию, если инфраструктура клуба будет соответствовать необходимым параметрам. Гагаузия «Огуспорт», хотя и проиграл в этом матче, однако за 2 тура до конца остался на 6-м месте в дивизии А. Молдова славится талантами. Многие спортсмены занимают призовые места, проявляя свои способности в различных областях спорта. Один из гагаузских борцов, Евгений Недялко, принял участие на квотном олимпийском турнире в столице Монголии Улан-Баторе, где занял 3-е место, чем и заслужил право быть зачисленным в сборную Республики Молдова. О спортсмене можно услышать только положительные и похвальные отзывы, как от коллег, так и от советников муниципия Камрад. О том, какие надежды возлагаются на молодого спортсмена, расскажем в нашем следующем сюжете. Гагаузский борец Евгений Недялко представит Молдову на Олимпийских играх, которые в нынешнем году пройдут в Бразилии в августе. Спортсмен успешно выступил на квотном олимпийском турнире в столице Монголии Улан-Баторе, где занял 3-е место, чем и заслужил право быть зачисленным в сборную Республики Молдова. Его коллеги, советники муниципия Камрад, с гордостью рассказывают об участии Евгения в Олимпиаде. Скажу честно, сам в прошлом занимался спортом, был спортсменом и вольником, тоже тем же видом спорта, которым занимается Женя, вольная борьба. Мечта, конечно, была попасть на Олимпийские игры, но, к сожалению, она не осуществилась. А за Женю искренне очень был рад, когда узнал эту новость, что Женя попал на Олимпийские игры. Очень обрадовался, потому что, несмотря на то, что моя мечта не сбылась, все равно в душе вся наша команда, все ребята, тренера, которые нас воспитывали, готовили, мы все ждали этого момента и все, конечно же, обрадовались за такое событие. Произошло это в Монголии, в столице Монголии, город Улан-Батор, где проходил олимпийский квотный турнир. Женя занял 3-е место. На сегодняшний день по международным правилам им определяются 2 3-х места. И по правилам, опять же, 2 серебряных призера. Это был наш Женя Недялков и спортсмен из Украины Белоцерковский. Они потом уже поборолись между собой за право на участие в Олимпиаде. И в итоге наш спортсмен выиграл. Для нас это все-таки большой стимул для тех ребят, которые сегодня тренируются. Им будет на кого равняться, потому что у нас получалось очень много раз, что я еще будучи спортсменом, мы равнялись на всех тех спортсменов, но с других национальностей. Я, так скажем, не националист, но я горд, то, что наш Гагауз попал на Олимпиаду. И Евгений, приходя в спортзал, встречаясь с этими малышами, которые заходят в зал тренироваться, я надеюсь, что у этих ребят будет огонек в глазах, и они будут стремиться тренироваться для того, чтобы стать такими, как Евгений Недялков, как Петр Янулов. Участие гагаузского спортсмена в Олимпиаде – это первое огромное достижение спорта Гагаузии. Мы с гордостью будем следить за его достижениями, отметил примар муниципия Камрад Сергей Анастасов. И я рад, что советники приняли решение поддержать его финансово. Мы имеем уже человек, который может участвовать на Олимпийских играх. То есть это для нас это большая честь, это, наверное, самое большое достижение в области спорта Гагаузии. Я лично еще не слышал, чтобы кто-то ехал на Олимпийские игры. Это, конечно, очень большое достижение. Желаем ему удачи,
Да, ну его участие там это для нас уже очень большое дело, поэтому будем за ним следить. Чтобы поддержать спортсменов в подготовке к Олимпиаде, которая пройдет в Бразилии, советники муниципального городского совета на своем очередном заседании приняли решение выделить спортсмену финансовую помощь в сумме 25 тысяч леев. Конечно, этих денег будет недостаточно, отметили советники, но думаем, что его поддержат и другие структуры власти, а также спонсоры. А мы желаем спортсмену на Олимпиаде только победы. Это были все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше о наших новостях вы можете узнать на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире.